Чё там, друзья? Сегодня я решил вернуться к ремонту моей коляски. У меня там, как вы знаете из предыдущих видео, у меня ломался фиксатор для подножки. И я просил, там, у кого есть там старенькие коляски, и отправить там, ну, если кому это не нужно, вот этот фиксатор. Главное, чтобы он подошел. И на мою просьбу откликнулся канал инвалидные коляски.ру, который этот канал ведет Александр Матвеев. Очень хороший канал. На этом канале очень много видео, где я посмотрел, что они занимаются очень добрым делом, так сказать, помогают инвалидам там, если что, подобрать, например, электроколяску, дальше там замена аккумуляторов для этих колясок. Занимается, по-моему, еще подвозом, развозом инвалидов, ну, инватакси, так называемое. Это очень нужное, благородное дело, так сказать. И хочу сказать, вот отправил он мне по почте, человек ни копеечки не взял за это. Вещь такая, вот такая фигнюшка. Главное, чтобы подошла. Просто у меня она пластмассовая, чуть больше, а это получается алюминиевая почему-то. А я не видел еще алюминиевых таких. Ну не знаю, сейчас будем разбирать и посмотрим, подойдет, не подойдет. Ну, заранее уже скажу Александру спасибо большое. Все, я буду разбирать, ребята, и поставлю. А то, когда ездил, подножки самопроизвольно раздвигались и очень травмоопасно было. Сейчас попробую что-нибудь, ну как сказать, не что-нибудь, а попробую поменять вот эту штучку. Не знаю, подойдет или не подойдет. Ну, скорее всего, должна подойти, вроде похоже. Набор. Так, ребята, вот покажу набор ключей у этой коляски, у X-Power 15. Вот такой набор ключей приходил. Он универсальный, очень такой маленький, удобный набор ключей. И хочу спросить у владельцев Майры, идет ли вот с Майрой, хоть какой-то набор ключей, потому что мне Майра пришла без набора, без ничего, короче, ключей, ничего не было. А вот это X-Power коляска, да, вот такой ключ, и даже вот сейчас на Майре тоже пользуюсь вот этим набором, там что-то подрегулировать, да что-то, я не знаю почему. Не было ключей на коляску Майра. А вот на X-Power, пожалуйста. Очень удобный маленький наборчик такой. Сейчас мы быстренько это все будем откручивать. Как смогу, засниму, если получится что-то, конечно. Руки уже ни к черту тоже, не работают ничего. Не знаю. Что получится, то получится, ребята, заснять. Так, этот болт мы открутили. Этот болт мы открутили. Теперь немножко надо постучать. И вот, как добрый хирург вытащил вот этот сломанный аппендицит, блядь, как называется он. Вот такая штучка у меня. Она сломалась. И мы ее попробуем заменить вот на новую. Вот. Сейчас, ребята, поставим.
Так. Ну тут надо вот этот болт вытащить отсюда. Я эпоксидной смолой сюда заливал, когда она сломалась, и надо будет сейчас повозиться, вытащить этот болтик. Ну, отклеить сначала от эпоксидной смолы. Видишь, как там прям закипело туда. Ничего, ребята, я не стал это самое вытаскивать. Попробую поставить болт, что мне отправил Александр. Он, скорее всего, наверное, подойдет. Потому что, если что, там не подойдет или что ли, а тут пластмасса может окончательно треснуть, и у меня и этого, ну, этого фиксатора не будет потом. Сейчас попробую сначала поставить с болтиком, который отправил Александр. Должно вроде подойти, они одинаковые еще. Да, еще подходит. Еще как бы отсюда. Но это, правда, с другой коляски, наверное. Я не знаю, с какой коляски. Главное, чтобы фиксатор подошел. Так. А гайку поставлю родную. Так. Это мы быстренько. Это мы быстренько сейчас затянем. Повторюсь, ключ очень удобный. Именно для коляски. Маленький. Как бы везде можно, ну, подлезть там. Для меня очень удобный, для вот моих рук. Они еле-еле там тяжелые инструменты держат, а этот ключик, он как бы как скальпель у хирурга. Так. Мне нужны плоскогубцы, чтобы подержать здесь. Все, ребята, затянул. Так, нормально вроде затянул. Затянули все. Опять тренировка, мелкая тренировка для рук моих. Я вообще-то люблю копаться в таких. Особенно люблю там ремонтировать, когда еще ездил сам на машине, там покопаться там всех этих. Тут что? Так. Теперь вот такая. Ну-ка посмотрим там, что за. Видишь, не делает поворот, с трудом делает. Ну, ребята, это что-то у нас не идет. Не получилось, друзья. Нет, друзья, не получилось. Видишь, что-то здесь. Так. Почему-то не идет. Короче, ребята, чуть-чуть не подошло, и я поставлю пока прежнюю
Хорошо, что не разобрал старый там, не расклеил клей, эвоксидный клей. Потому что вот здесь надо сточить, он не родной, не с X-Power получается. И вот этот угол мешается. И вот этот выступ, сам выступ чуть-чуть высоковат. И, короче, подножка не садится. Это все я сейчас быстренько обратно разберу. Это уже не буду снимать. Потом у меня сейчас под рукой нету станка, к сожалению, чтобы вот это все сточить. Вот эти углы надо сточить, вот эти углы надо сточить. Там они вот получаются как квадратные, да, а надо, чтобы закругленные были. И еще вот эту высоту, тут такая немножко высота, и ее надо тоже сточить, чтобы не очень высоко было. И еще, я думаю, получится. Вот. Фильм уже, ролик уже досниму, как будет точно полностью готово. Все, друзья, сточили мы здесь как бы углы, сделали полукруглыми. Вот здесь напильником все сделали. И сейчас вроде как подножка все нормально, фиксируется. И уже никуда это самое не двигается. Все нормально. Вот так. Это все у нас, ребята, получилось. Фиксатор держит подножку. Все нормально. Все получилось. Сейчас уже при езде не будет так открываться автоматически. Все нормально. Все, ребята, я уже на коляске. Все нормально, фиксатор держит. Подножка как бы закреплена нормально, не раздвигается при езде. Хочу еще раз сказать спасибо каналу invalidnoykoляски.ru и лично Александру за, так сказать, помощь. И в качестве благодарности, чем я могу отблагодарить, конечно, мало у меня еще подписчиков, но все равно оставлю ссылочку на этот канал под описанием этого ролика. А на этом все, друзья, заканчиваю. Всем спасибо. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем спасибо. Удачи, ребята. Всем пока.